Ну, посмотрим. 2 дня стояла. За 30-очку давила. Заведется, нет. Тяжело, наверное, будет. Попробуем. Нормально тут что? Ничего. Ох, нифига. Надо раскачку раскачивать. Да. Завод техники. Пускай греется. Так, где-то была рыбешка еще. Так, тут что у нас? На всякий случай возьмем. Ох, что-то примерзло. На нарезочку, мало ли понадобится. Вот так. Поедем прокатимся. Что, прогрелся уже? Что у нас, 22? Подспустило нормально. Было 35. 22 это так, смешно. Ну, попробуем.
Где-то вот на той стороне лежат мои заготовленные ветки. Правда, после таких метелей, ураганов, наверное, замело все. Ну, найдем, я думаю, ничего страшного. Вижу, что по большой реке есть дорога. Это очень шикарно. Очень радует. Прям можно по реке идти. Шикарно. Рыбачить налима. Ребят, 12 часов ждал до обеда, потому что утром, ну, реальный мороз. Собака еле завелась, вообще тяжело. Вчера вообще 35 было. Не выходил, потому что, ну, это вообще мучение. Сейчас еду на малую реку, уже недалеко устья. А еду на первую яму, не поеду далеко за живцом, хотя знаю, что он там берет, но времени не хватает уже. Поймать надо штук 20 любой рыбки, ребят, неважно, окунь, пескарь, ёрш, плотва и так далее. И хочу поставить на ночь жерлицы, это на устье. Вход с большой реки на малую, получается, первых 2 ямы, где мы по осени взяли хорошего трофея, ребят. Ну и здесь перекроем по большой реке тычками речку с пляжа и до самой ямы. Будем искать проход и уже, ребят, будем ставить перемет. Если эта точка не работает, мы будем ехать дальше в другие места и будем искать все равно налима, ребят. Хочу заняться февральским налимом конкретно. Попробуем. Так что вперед, с песней, за живцом, будем пробовать ловить. В данный момент, ребят, нахожусь на устье. Вот в данный момент у нас река Сысово и впадает Большая Визинга. Дорога есть по льду, не надо заморачиваться, хорошо. Ну вот, пожалуйста, просторы открыты. Надо срочно ехать добывать живца. Ну все, на реке уже. Сейчас до первой ямы, там будем пробовать. Ну вот, да, ямка разбурена нормально так. Тут как-то и попробуем. Сейчас возле берега, на глубине, посмотрим. Видно, что хорошо рыбачили. По 3 луночки ставили. Ну, сейчас попробуем где-то здесь разбуриться. Что, ребят, добрался до ямы. Мы все вот наверху рыбачили, внизу почему-то не клювало. Но потом рыбаки нашли здесь рыбку. Видно, что вот здесь ямку хорошо бурили. По той стороне берет окунь, здесь плотва вперемешку с окунем. Попробуем. Взял камеру с собой, не знаю, ну мороз, блин. Все равно на реке где-то градусов 25, наверное. Надо поймать штук 20, наверное. Любой рыбки, вообще без разницы. И можно ехать устанавливать. Это первый выход за налимом. Пробный вариант, так скажем. Жерди готовы. Осталось только все наловить, завязать и установить, и закопать. Ладно, начинаем.
крючак. Да, если будут ерши брать, вообще будет шикарно. Потому что нам бы ерша вообще. Вот тут яма. Тут ерш присутствует. Прикупил, ребята, лопаточку себе. А то с пластмассой как-то неудобно. Блин, тоже в соточку. В сотку не помещается. Поднагнуть надо будет чуть-чуть. Так, будем на червячка рыбалить. Наконец-то у нас завоз был в магазине, блин, так скажем, в нашей дыре, блин. Малость, короче, ребят, поднавезли. Всякое разное. Прикупил себе там, что надо было. Всяких разных вещей. Ну что, попробуем, не знаю. Так. Конечно, моментально все схватывает. Вообще моментально. Наконец-то морозяки пошли. Сейчас хоть дороги встанут, речки замерзнут лесные. А то, блин, зима зимой, блин, а непонятно, блин. Сделал пару проводочек. Тишина. О, не теряем времени, сразу переходим. Будем искать. Опа! То, что надо, братва. Ерши. Хорошо. Первый есть. Блин, я воду не сделал. И на червя. Ну, понятно. Мясо подавай. Леска замерзает моментально, блин. Леска замерзает. Ну да, а то привыкли рыбачить в -3, блин. Вот такая зима и должна быть. На игру, ребят, второй. Надо камеру отпустить, посмотреть. Ой, блин, вода как замерзает моментально. Что за рыба там плавает? Может, что-то интересное плавает. Ну, главное, еж клюет. Меня это радует. Глубина большая. Метра 2, наверное, 3. Да что ты, блин, будешь делать? Блин, мутанты, ребят, смотрите, какие. На игру хватит. Ну, это же шикарно, ребят. Это же шикарно. Будем знать, что здесь берет ёрш. Тем более от дома вообще недалеко. По реке так вообще 10 минут ходьбы на мотособаке и на месте. Да, леска, конечно, замерзает. Ну вот что, 25, конечно. Блин, мелкий какой-то. Колючка. Колючка. А ты, колючка,
Давай налима будешь мне ловить. Вот это будет тема. За прибытие-то, ребят, чайку не выпили даже. Вот это неправильно. Вот. Блин, такие здоровые. Ё-моё. Будем надеяться, что налим тоже будет по размеру. Ну вот яма. На яме живут ерши. Причем их, походу, тут много. Ну, блин, у самого дна берет. Не берет на верхнюю мормышку. Сопливые. Полотенце еще не взял, блин. Руки потом застынут, блин, высаживать. Берет сразу, ребят, хватает. Нормально. Оп. Оп. Колючие. Они так расшипериваются так. Как будто хорошая рыба идет, блин. Может, изначально, когда у меня были сходы, был просто ёрш. То, что он расшиперивался, мне так казалось. Ну так, быстро наловлю. Нормально. Быстро наловим так. Ну что, родные, ваше здоровье. О, хорошо. Чайку горячего. Шикарно. Да, что-то поклевал и куда-то исчез. Интересно. Почему? Сейчас попробую дальше пойти побурить. Куда-то отошел ёршик. А, рыбачки. Кто такие? Понятно. Здорово, Мишаня. Куда поехал? Да я что-то ершей хочу половить, да этот. Но налим надо, налим ловить. Пора уже. Пора. Ты что, куда поехал? Пока объехал, они сюда умотали. Убежали, да? Да, меня наебали. Пока до кладбища доехал по следам. Ага. Кстати, блядь, в доме и были в лесу. Много? Тройка. Тройка, да? Ну там не поймешь, что-то и мелкие какие-то, и не поймешь. Ага. Может даже и больше было. Но с Александра тройка пришла. Понятно. Туда 3 метра, нахуй, холодно. Холодно, да? Надо потеплее. А времени нет, надо время. Ну, конечно, время, да. Следить, так. Ну так можно где выскочить, так буду пробегался, можно щелкнуть. Половину минуты можно, но... Так, поехали. Понятно. И лист, когда уже следов дохуя лиса, где они, блин, прячутся? Прячется? Пощелкать. Тоже хорошо, да? Красочей-то все вот поели, одни лисы вот. Ничего нет, все вылазки кидает, потом никто не ловит. Надо заниматься раньше, деды хоть капканами ловили. Ну, сейчас-то, да, никому не надо, бля. Ничего не надо, да. Ну, вообще мелочи нету, да? Ерши он клюет. Как раз то и надо. Ну, да, да. Самое то. Понятно. Наливал. До Вада съезди, там косач. Я не стреляю.
Нету их нахуй, что их? Там вот сидит 15 штук, наверное, 16, наверное. Нахуй пусть сидят. Ага. Мало. Пусть побольше будет, сколько надо. Все, 2 весны, видишь, такие холодные были, снегом яйца заметало. Да, заметало, ну. Пусть расплодятся потом. Тогда много, тогда весело. А так все, пойти убить остатки-то и все. Делает. Понятно. Да, посмотрю, один одиночка шарик, кто его потерял, бля, я его там в портя положил, а он что-то ходил и перестал, наелся, что ли, бля. Ага, Капкан поставил, и все, перестал ходить собака. понятно. Хочу посмотреть, что. Ясно, Мишка. Дед Миша тоже пошел в этот, Тимоша встретился. Ну-ну-ну. Идет, я говорю, куда замерзнешь? Да я пойду, блядь, ладно. Молодец, тоже пусть рубахи. Понятно. Давай, не мерзни. Давай, Мишка, ну, Давай. удачи, давай. Москаль. Дело, ребят, волков гоняет. Ну правильно, что развелось, блин, зверя этого, блин. Ну правильный охотник, молодец. На игру, ребят, сорожка выскочила. Плотвичка. Блин, слетел у меня опарик. Опарик слетел. Я говорю, до этого тоже поклевки были такие. Да, исход был как будто такой невершинный. Камеру, конечно, надо отпустить, да блин, замерзнется сразу. Чисто так, ради интереса. Посмотреть, что тут плавает. Ну-ка. Сейчас мы еще-ка посмотрим. Ну это ёршик, скорее всего. А нет, смотри, ребят. Плотва подошла, охренеть. Плотвичка подошла. Интересно. Вот тут на этой яме бывает хорошая. Какой-то год я тут помню с пацанами еще. Тоже, блин, под вечер сели. Как напластали, блин. Такая красивая, блин, охрененно. Колючка. Колючий. Ну-ка, ну-ка, бродяга. Дай-ка я тебе аккуратно. О, блин, в челюсть куда-то ему дал. Короче, всяко разно плавает. И ерши, и плотва.
Блин. Ушел, что ли? А нет. А, плотвичка клюет. Мелкая. Вот она что. Червя уже разбила всего. Поменяю червячка. Поставлю другого. Ребят, смотрите, какой елец попался. Ништяк. Ельцы, короче, клюют. Нормально. Что там у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Что непонятно. Ну штук. Сколько я? У меня 7 тычек. И 9 жерлиц я с собой взял. Штучки 2 еще поймаю. И хорош. Начнем расстановочку потихоньку. Ну чё, я думаю, соберемся. Соберемся, я думаю. Ельцы даже попадаются. Сразу, правда, колом стал. Пока соберемся, заведу мотособаку. Пускай греется. И начнем. Ну, возьму здесь 2 ямы. Осенью, ребят, помните, мы поймали хорошего здесь налима. Я ставил здесь тычки даже. Налимчик попался грамм на 800. Но сейчас жора у него начинается. Так что здесь поставим жерлички тоже. Ладно, заведу. Пускай греется. Соберемся. Ну что, поедем? Живца вроде хватает. Начнем расстановочку. Стульчик оставил. Нормальный стульчик. Правда, такой маленький. Кто оставил, непонятно. Но забирать не будем. Может, заберут. Кто, интересно, оставил, непонятно. Первая яма, ребят, где мы по первой лётке ставили тычки. Вот здесь поставим, наверное, штучки 4. Придется подальше от друг дружки, потому что если налим возьмет, он размотает леску. Могут смотаться, получается. Сюда на яму поставим, туда на яму поставим. Пару, наверное, на яму и пару на песок. Вот так. Посмотрим. Я сразу разбурюсь. Здесь свал такой интересный. Возможно, там налим в корягах живет. Сюда бахнем, туда бахнем и туда бахнем.
Как-то так попробуем. Да, разбурюсь сначала. Не знаю, вмерзнут, не вмерзнут жерлицы. Но взял старенькие свои жерлицы. Так, 4 штучки здесь лупанем. У нас останется 5. Пойдем на ту яму еще поставим. Короче, будем искать налима. Никодима. Полностью почистил. Ну-ка, давай-ка. Раз, два оборотика. Потому что это налим. Живец должен быть на дне. Так, ну что, родные, здесь 4 штуки я улупил на самом таком песке, ямочном песке. Еду ниже, к устью. Продолжаем расстановку. Вот, добрался еще до одной ямки. Здесь поставим остатки 5 штук. 5 штучек. Вот сама яма здесь. Так и навтыкаем. Вот так разнопланово. По центру, с краю. Посмотрим. Опа. Раз. Два. Опа. Раз. Два. Ребят, ну вот так у меня получилось. Здесь, кстати, уже на подъем пошла где-то вот яма. Вот так получается. Вот 7 штучек перекрыл. Бам-бам-бам. Трясется на течении. Испугался, блин. Вот последняя. Все. Тяжелая работа проделана. Но успел по темноте сделать. Думал, с фонарем буду делать. Ёрш не подвел, хорошо. Отрыбалил. Как раз ровно поймал. Не стал там дальше сидеть. Ельцы даже попались, да, ребят? Можно, короче, сейчас сидеть там, рыбалить. С палаткой, допустим, на яме кормиться. С камерой можно рыбачить. Ну все. Будем ждать, ребят.
Теперь дело за налимом. Лишь бы донки, ой, жерлицы не примерзли. Ну вроде снег пошел, оттепель идет. Более-менее. Все, сворачиваюсь и гоню домой. Веревка. Веревка пригодится еще. На всякий случай. Потихоньку поедем к дому. Нормально. Успел как раз. Заметать начал. Ё-моё, жестко. Ну что, снег пошел хороший. Теперь дело за налимом. Давай, дружище. А я, братва, погнал до дому. Как раз темнеет. Успел. Лежи, бродяга.